Чтобы поделиться воспоминаниями о выдающемся археологе-абхазоведе, поговорить об его исследованиях и достижениях, а также обсудить проблему изучения памятников материальной культуры, в зале Абхазского института гуманитарных исследований собрались абхазские и российские ученые, коллеги и друзья Георгия Шамба. Открывая пленарное заседание, директор Абиги Арда Ашуба отметил выдающийся вклад Георгия Кучевича в развитие абхазской науки. Георгий Шамба является автором более 200 научных работ, в их числе 14 монографий. Кроме того, он один из авторов учебников по истории Абхазии. Под его руководством было организовано множество экспедиций и исследований. Георгий Кучевич самое важное открытие сделал, связанное с селом Нижняя Шира. Также он проводил раскопки в Цибельде, Джантухе, Чандаре, Абгархуке. Исследовал поселение памятников в окрестностях Ачимчире, Тамыше. В 2006 году ему была присуждена премия имени Георгия Дзидзаря. Им введена в оборот целая серия первоклассных памятников. Георгий Шамба родился 20 июня 1934 года в селе Абгархук Гудаутского района. В 1954 году поступил на исторический факультет Сухумского педагогического института. Затем работал в музеях Сухума и Пицунды. В 1960 году был принят на работу в отдел археологии Абхазского института литературы и истории имени Дмитрия Гулия. Заведующий кафедрой археологии Абиги Игорь Цвинария был знаком с Георгием Шамба с юных лет. Я его помню как такого плотненького, кучерявого, черноволосого, такого и подвижного, очень такого живого парня. Он в футбол хорошо играл, а Эмцакеча, который традиционно там принимал участие, и шутил. Ну, такого вот я просто не представляю, вот, для тех времен такой вот развитый, такой был парнишко. Наиболее яркие открытия, сделанные Георгием Шамба, связаны с исследованием села Нижняя Шера. Летом 1968 года археолог приступил к раскопкам в Ишерском городище. Вместе с ним в исследовании участвовали и российские археологи. Мы вместе с Игорем Ивановичем Цвинарией копали Ишерское городище. Затем мы с ним неоднократно встречались и в Ленинграде, тогда Ленинград, когда он приезжал в Эрмитаж на консультацию по фрагментам керамики ранней античности, которую он находил. Ну и здесь, естественно, в Абхазии мы с ним неоднократно встречались. Затем ученые перешли к обсуждению основной темы конференции. Изучению исследований памятников абхазской культуры Георгий Шамба посвятил всю свою жизнь. На пленарном заседании были зачитаны доклады об особенностях колхидо-кабанской, майкопской, новосвободнинской культур. Проблемы, связанные с хронологией интерпретации памятников колхидско-кабанской культурно-исторической общности, еще находятся в состоянии затянувшейся полемики. Хотя их объединение вновь, по большому счету, произошло после нашумевшей защиты докторской диссертации Ю.Н. Воронова в Москве в 1985 году, ибо ранее данные археологические культуры были дифференцированы, скорее всего, по политическим соображениям в начале 50-х годов XX века. Георгий Шамба ушел из жизни 6 октября 2006 года. Последнее лето он провел на раскопках в Ишерском городище. Великий ученый-археолог оставил уникальное наследие для всего научного мира Абхазии. Гугу Савардания, Налагухава, Абхазское телевидение.